А Татьяна, я поздравляю вас с прошедшим праздником женским. Сегодня у нас должно быть хорошее настроение, потому что у нас день юмора. Да, мы поздравляем, мы выбирали такой красивый, по нашему мнению, мы выбирали, нам понравится. Такой красивый цветок нашему юбиляру, Татьяне. Поэтому мы ее поздравляем сегодня от всего нашего коллектива. Посмотрите, как много бутонов на этом цветке. Он будет долго цвести. Надеемся радовать тебя. И в твоей жизни должно быть много еще, так сказать, распускающегося позитива. Мы тебя поздравляем. Nii, täna siin istume ja loodame, et saab päris mõnus ja tore olema. Naiste pärast ma ei räägi, sellest oleme nii palju rääkinud, mõned siit naljad pärast tulevad, aga huumorist natuke ma mõne sõnaga räägin. Так получилось, что 8 марта прошло, 1 апреля еще не наступило, поэтому у нас в этом году решили, что объединим и женщин, и праздник женщин, и праздник юмора. Кирьяник Леонид Филатов. Персонажи: царь, нянька, генерал. Тегеласет, онкейк, рахве, артистит. Ну-ка, нянька, вот сюда. Принимайся за труды. Рви из темечка волосья те, которые седы, а какие не седы, те расчесывай в ряды. Да не больно гребешком-то, у меня там не сады. А чего же тут чесать так, старый черт, коли лысина течет? У тебя тут каждый волос нужно ставить на учет. И на бой тебе нужна в этом возрасте жена. Ведь тебе же как мужчине, извиняюсь, грош цена. Хоть волосев я лишен, а жениться я должен. Шах персидский тоже лысый, а имеет 40 жен. Я ж хочу всего одну завести себе жену. Неужели в интимном деле я одну не потяну? А? Так у шаха-то, видать, есть и силушка, и стать. А тебя, сморчок ты дохлый, под короны не видать. У тебя в твои лета сила все-таки не та. Пожалел бы ты здоровья, ведь тебе уж больше 100. Эка важность больше 100, лишь бы кровь была густа. Говорят, любви покорны все буквально возраста. Так что, нянька, хошь не хошь, а и я на дело хошь. Если все любви покорны, то и я покорна тоже. Ты, дружок, как не... Ой, ты, дружок, из тех мужей, что безвреднее ужей. Ягодят, не кусают, не сказать и шов ужей. Чтоб чужую бабу скрасть, надо пыл иметь и страсть. А твоя сейчас задача на кладбище не попасть. Ну а ты чего молчишь? Медальками гремишь. Коль не видишь, как поганит государственный престиж, Нянька гнет меня в дугу, а министр не губу. Ты у нас по обороне, вот и дай отпор врагу. Так ведь бабы тут отсюды про мужчин всегда худы. Ты в себе не сомневайся, ты любовник хоть худы. Гордый профиль, твердый шаг, со спины так прямо шаг. Ты сдвинь корону замок, чтобы не висло на ушах. Вот министр мне не враг, все
сказал, без всяких прав. А ведь он мужик не глупый. Не гляди, что он дурак. От тебя ж один бедлам, стыд царю, конфуз послам. Я давно подозреваю, ты не засланная к нам. Ты шпионка, это факт, что не брякнешь, все не в такт. Ты со всею за границей мне порушила контакт. Я за линию твою в Соловках тебя сгною. Я с тобой не шуткую, я серьезно говорю. Кык. Ну вот сейчас я немножко прочитаю про женский пол. Это он пишет, очень много пишет очень хороших стихов о женщинах. И очень хорошо он пишет о женщинах. Вот, его прочитаете. Мы с детских лет к нему питаем слабость. Уж видно, так устроен этот мир, что женский пол – краса земли и радость, и постоянный у мужчин кумир. И так от себя немножко. В марте есть денек один, самый страшный для мужчин. Он по счету номер 8, мужики цветы приносят. Naine on silmade paradiis, hinge põrgu ja rahakoti puhastustuvi. Naine, kes ei suuda mõjutada oma meest, on hani. Aga kes ei taha mõjutada oma meest, on pühak. On kuulda, jah? No kõvemini on parem. Naised ihaldavad jumaldamist, aga nad unustavad, et jumalatega on alati nagu orjadega ümber käidud. Veel kõige teravam keel on naistel. Ammustest aegadest omavad naised üht erilist oskuse ja osavuse tiitlit. See on tühja jutu ja tagarääkimise tiitel. Kaulil Narva jõe kaldal toomumeest kombatsad pealt. Elab seal kilomees vassu, aastaid taldritsad pealt. Isa tal samuti Narvas, vana Kreenholmi patsaan. Hermani Kremmusti taga ajas ta sama koen. Kelle sõna roodina? Это с репертуара «Кульдный трио», если кто знает. И версия первоначальная вообще другая, вторая вот про Ласнаме там, а это уже третья версия про народ. Я вспоминаю все, что было когда-то в юности былой, что в памяти еще не смыло, как снег весенней водой. Ах, молодость, пора шальная, ни дум высоких, ни забот, мы бы несчастливы, не зная, а что нас дальше в жизни ждет. Напропалую ночь гуляли, рассвет встречая иногда. Мы слово «секс» тогда не знали, но точно знали, что, куда. Домик окнами сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами сад заметает упрямо, золотой листопад, голубая метель.
двух частях. Акт первый. Семейная идиллия. Попросим. Праздника, я вот тут фартучки, мой Соломон любит, чтобы я не бездельничала. Я на всякий случай фартуки, чтобы видно было, что я всегда при деле. Где-то долго его нет, сейчас мы тут посмотрим. Саночка, я пришел. Дорогая моя Саночка, что я имею тебе сказать? Не успела приготовить. Готов, готов. У меня такая новость. Сара, я вступил в партию. Вечно у нас что-нибудь, какое-то приключение. То ты в лужу лезешь, то еще этот, как он называется, навоз вступишь, а теперь вот партия. Ну, Сара, партия православных евреев. Я буду большим человеком, а ты тут еще ругаешься. Ну как так можно, Сара? Я тебя умоляю. Лучше напои-ка меня чайком. Ой, садись, Холодно, не садись, пускай. а то я даже не успела, тут еще все, как бы разложить. Как у нас тут горяченько еще. Ну-ка, погрей чуть-чуть руки, хоть чуть-чуть погрей. На, чай. Ой, Что это? ой. Ты взяла новый пакетик чая? Сара, ну как так можно? Уже так страдаю. Та веревочка, ниточка уже совсем потерлась. И что, таких рук нет пришить? Так вот и уже как-то я и так не знаю. Сара, я тебе удивляюсь, так мы по миру пойдем, честное слово. Ладно, сюда ты меня ругаешь. А ты знаешь, что про тебя соседи говорят, когда тебя дома нету? Сара, не тошни мне на нервы. Пусть что угодно говорят. Пусть даже побьют, когда меня нет. Ну, конечно, нет, пей чай горячий. На, бери тебе пакетик. Не новый же брать. Не новый брать не надо. Что какие-то еще новости у тебя? Ты такое лицо у тебя из-за... Ой! Сара, мою школу бальных танцев приглашают на гастроли в Эстонию. Ты что? А это где? И что это? Сара, ну что ты так не знаешь? Держи меня за идиота. Конечно, я знаю, где Эстония. Я тебе потом по карте покажу. По карте-то мы увидим, но ведь что-то там людям надо будет сказать, и языка не знаем. Ой, не бойся. Ты помнишь Мойшу, который жил с нами в Одессе в одном дворе? Мойша? Ну, который еще любил в женскую баню подглядывать. А, это которого бабы потом побились. Ну да. Живой остался. Так он живет в Эстонии уже 20 лет. Выучил язык. Да, он знает 2 слова по-эстонски и обходится прекрасно. И он мне прислал эти 2 слова. Сейчас я найду, где у меня они. Где-то. А, вот, сейчас. Так. Терем. И еще термисекс. Ну вот, теперь узнаю и Мойшу, и тебя узнаю. Вечно у вас терми да секс. Ну, Сарочка, ну ты же знаешь, я как тебя одну всю жизнь люблю. Ну что ты такое говоришь, Сарочка? Ну нельзя так. Я так всю жизнь тебе такой верный, а ты так Мой Соломон, знаю и чувствую душой. Слушай, а ведь без подарка не поедешь. Да, надо больше что-то подарить. Вот даже не знаю, что такое. А вот компьютер. Сейчас модно это компьютер. Сара, ты что, это так дорого, компьютер? О, ты что? У нас в подвале уже лет 15 стоит коробочка с компьютером. Я ее даже не открывала. А, помню, да, мы почти не пользовались, почти новый. Конечно, очень хорошая идея. Да, я думаю, что мы ее подарим. Ну ладно, спасибо за чай, так не успела. Сара, убирай со стола, высуши пакетик чая, не забудь. Не сохнет уже. Да, и приходи на репетицию. Я пошел в школу. Ну, давай. До встречи, Сара, тебе да. Ой, ну увидимся с тобой, дорогая моя, увидимся. Поклоняемся. Давай. Первый акт вы посмотрели. Так что теперь акт второй. Репетиция перед гастролью. Девочки, мальчики, за мной, за мной, за мной. Девочки, помогите Циле Абрамовне. Помогите ей. Так. Осторожно, Циле Абрамовна. Как бы нам ее до Эстонии довести, чтобы она
большую честь сообщить вам новость, что мы едем с вами на гастроли в Эстонию. Я, конечно, не волнуюсь, у нас все будет в порядке, потому что у нас великолепный маэстро Циля Абрамов, у нас мощный хор и великолепные, высокопрофессиональные танцоры. Это школа Соломона Пляха. Школа бальных танцев, вам говорят. Встали. Циля Абрамовна, пожалуйста. Это школа Соломона Пляха, школа бальных танцев, вам говорят. Два шага налево, два шага направо, шаг вперед и шаг назад. Хорошо, очень хорошо. Встали. Кавалеры приглашают дамов. Там, где гвоздка, там вперед. Там, где гвоздка, там вперед. Нашли гвоздку, встали в пары, пошли. Кавалеры приглашают дамов, там, где брошка, там вперед. Два шага налево, два шага направо, шаг назад и два вперед. Великолепно, великолепно. Вернулись к зрителям, к залу. Залу лицом и лицом. Так. Дамы приглашают кавалеров. Там, где галстук, там вперед. Все, готовы? Циля Абрамовна, прошу. Дамы приглашают кавалеров, там, где галстук, там вперед. Два шага налево, два шага направо, шаг назад и два вперед. Ну, Вильви, Саха, Нина, гости разговоры. Что за глаголки вам говорят? За спиной гости разговоры, что за глаголки вам говорят. Два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад. Кавалеры, не держите дамов ниже талии, вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят. Кавалеры, не держите дамов ниже талии, вам говорят. Два шага налево, не единично, и не загранично, вам говорят. Хорошо, все хорошо. Но дамы, не крутите задом. Это не пропеллер, вам говорят. Раз, Дамы, дамы, не крутите задом, это не пропеллер, вам говорят. Два шага налево, два шага направо, шаг вперед и шаг назад. Школа Соломона Пляха, школа бальных танцев, вам говорят. Два шага налево, два шага
где? У речки, в спальне, на крылечке. Вот я думаю, что мы... Ильяшановна, это, конечно, очень интересно. Но интересно для зрителей. Ну что Ну, сейчас я вам все скажу и уже уйду. И вот крошки мои тоже. Давайте уже кончать. В конце концов, вы не начните мне на нервы. А он вам заплатил? Нет, нет. Nägid, kallis naisuke, kuidas see tütarlaps mulle naeratas. See ei tähenda mitte midagi. Mulle meenub ka, et kui mina sind esmakordselt nägin, siis tuli ka naer peale. Nii, kohtunik, on teil veel midagi enda kaitseks öelda? Ja, härra kohtunik, palun arvesse võtta, et mind on juba 10 korda karistatud, ilma et sellest üldse mingit kasu oleks olnud. Ja nüüd, siis kui te vastu oleme need vene keeles ka. Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше похвоса, господа. И veel, mis naistele nagu sobib, või kõikide aga või saate aru. Что толку пластическую операцию делать? Вас садов на вид, а канализация все равно старая. Мне очень нравятся анекдоты про женскую логику. Женщина одна другой говорит: мой муж мне так изменяет, что я сама не знаю, от кого у меня дети. Мне так нравится. Сара говорит Абрамову: я знаю, что ты мне изменяешь. Знаю, когда, где и с кем, только не знаю, чем. Кавказские куплеты готов я вам пропеть, а вам совсем немножко надо потерпеть. Половина сахар, половина мед, половина слушает, а половина врет. Текстуре, Vihma sajatab sved rasvora luuget narva, mille ütles Nikolko, siin võib näha harva. Ohtaradaja, sind jätan maha, vaid udrukuju, kel palju raha. Midagi on vähe. No alustada, mis sina teed? Mina Räägi mulle ära. magustan, sina Magusad, mis magusad? Mina teen suppi, aga mis sina teed? pudrumagu. Teie asja, Rahvameiga üks võtab magustoit. Виктор, Ну все, пожалуйста, удачи. все, что вкусно. Нам все можно, а вот надо сесть. Свои
Сердце, Mehed, kõik. aitäh teile kõigile. А Вера, где она? Вера. А Вера, Всегда к вашим услугам. Всегда. Поздравляем тебя!